Казачий хор Государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева открывает второй в Ингушетии фестиваль казачьей культуры. В зале десятки человек пришли проникнуться казачьей культурой. Значимость фестиваля, выступая перед собравшимися, отметил глава региона Махмуд Али Калиматов. По его словам, эта площадка станет важным шагом к укреплению культурных связей между народами и сохранению традиций казачества. Казачество в Ингушетии, в других уголках России было и остается самобытным и ярким богатством отечественной культуры, впитавшей в себя лучшие народные традиции. Я сам станичник, Слепцовский, и мне близок каждый уголок Ингушетии. Сегодня мы можем по достоинству оценить красоту казачьей культуры. Наш президент неоднократно подчеркивал, что казаки во все времена играли большую роль в укреплении российской государственности. Они известны своим традиционным патриотизмом. В истории России они занимают особое место и всегда были служивыми людьми. В современный период наши казаки вместе со своими земляками и соотечественниками мужественно выполняют воинский долг в зоне специальной военной операции. В Ингушетии многопланово трудится рабочая группа по делам казачества, которая вносит свой вклад в усиление роли казачества в решении государственных и муниципальных задачах, совместной деятельности, тесное взаимодействие с органами власти. Следует отметить, что на территории Ингушетии имеется 10 православных кладбищ. Из них в 2023 году отреставрировано 7. В 2024 году, в этом году, то бишь, запланировано полностью все кладбища привести в соответствие, какие они должны быть. Сегодня почему группа благотворительный фонд «Сафмар» уделил этому внимание, и мы обговаривали с руководителем, чтобы привести порядок и мусульманские, и, конечно, православные кладбища. И хотели бы, чтобы те, которые выехали, по всяким причинам, осторожность, многое что было, я говорю, надо приезжать на могилу своих предков, родителей, и это надо довести. Хотел бы, чтобы земляки наши, они понимали, что их здесь ждут, они могут приехать. Мало того, что есть специальности, которые нам нужны, может быть, специалисты приедут к нам. Те, которые я всегда говорю, у нас сложность, педиатры, работники культуры, искусства. Сегодняшний фестиваль, он же говорит о чем? Чтобы нам друг другу в глаза посмотреть, чтобы душу наполнить. Все, кто здесь присутствует, я хотел понимали, чем больше мы будем открыто смотреть друг другу в глаза. Сегодня светлая дорога. Наш президент не делит. Вы знаете, он говорит, у меня в роду-то Ивана да Марии, как он сказал, я православный человек, но я сегодня даргинец, чеченец и другие, понимаете? Он настолько старается объединить нас. И мы сегодня, я вам скажу, я такого единения давно не видел, давно не знал. Я взрослый человек. Поэтому поздравляю его с фестивалем, казачьим фестивалем. Хочу, чтобы вы впечатления здесь нашли. В Ингушетии комплексно развивается система пропаганды лучших образов казачьей культуры. Возрождаются вековые традиции, формируются казачьи движения. Поприветствовал участников и руководитель межрегионального управления Федерального агентства по делам национальностей России Сергей Разживин. Мне хотелось бы подчеркнуть важность таких мероприятий в сегодняшнее время. Многие и есть такие люди, которые говорят, что не время, что это пир во время чумы. А я скажу, что это время. Время помнить, чтить свои традиции. Победа куется не только на фронте, победа куется в тылу. И это огромная поддержка тем воинам, тем братьям, которые стоят на передовой. Кто не знает,
своей истории, своего прошлого, там нет будущего. Поэтому в добрый час я вас приветствую, желаю вам успехов, хорошего дня на таком красивом мероприятии. В концертной программе принимают участие творческие коллективы, представляющие казачью культуру, народный фольклорно-казачий ансамбль «Долина» из Кисловодска, казачий хор Госфилармонии Ингушетии, народный фольклорно-казачий ансамбль песни и пляски «Терцы» и не только. Гостеприимство очень хорошее, дворец культуры у вас очень красивый и хороший. Но это все актуально сейчас, потому что наша страна огромная, многонациональная, и мы должны дружить, должны быть как единый кулак. У меня у самой мама сунжинская казачка из станицы Троицкой. Как же мне не любить Ингушетию, когда мама сама родилась здесь? Дед защищал, пропал без вести, правда, защищал нашу Ингушетию. Вот, пропал на Керченском полуострове еще в 1946 году. А мы сами передаем эту культуру людям, рассказываем о быте, об обычаях наших, о культурной нашей ценности, о преемственности поколений. Передаем наше мастерство младшему поколению. Казачий хор Ингушетии с богатой историей. Он был создан еще в 60-х годах. Сегодня в нем выступают 15 человек. Каждый участник рассказывает о нем с особой теплотой. Для артистов это настоящая отдушина. Принимаем активное участие во многих мероприятиях, проводимых в нашей республике. Также выезжаем за пределы республики. В прошлом году в Майкопе, Адыгее, участвовали в фестивале. С гордостью можем сообщить, что заняли 2 и 3 места. В Ставрополе в данное время готовимся к поездке в Краснодарский край. Я 87-го года в хоре. Хор – это наша отдушина, вы знаете. На каждой репетиции мы все собираемся, поем наши любимые песни. Принять участие и увидеть концертную программу приехали не только жители республики, но и всего Северного Кавказа. Зрителей восхитила особая атмосфера мероприятия. Сама идея проведения подобного фестиваля, она как никогда своевременная и впечатляющая. И, вы знаете, очень сильно впечатлила, с каким теплом сам глава Ингушетии Махмудали Макшарипович встретил участников этого фестиваля, какие теплые напутственные слова он им сказал. И действительно, казачество – это неотъемлемая часть как нашей истории, так и современной жизни. И очень приятно, что несмотря на различные периоды, которые мы прожили вместе на нашей земле, что сегодня культура казачества, она процветает, и меры государственной поддержки, они всячески просто способствуют тому, чтобы она получала развитие. В данном фестивале я участвую уже во 2-й раз, и каждый год фестиваль становится все лучше, краше, ярче. Хочу поблагодарить все казачьи хоры, которые приехали у нас в республику, показать потенциал, показать непосредственно свои казачьи хоры. Также в рамках фестиваля в ДК Сунжи встретили царский крестный ход «Объезд. Благословенный Кавказ». Миссия такая – объединение казачества, казаков, духовности и ограждение наших границ, нашего Отечества по молитвам с иконами святого царевича Алексея. Это атаман всех казачьих войск. Была такая старинная древняя традиция. Наследники престола, когда рождались у государей, они становились, атаманами казачьих войск. И вот цесаревич Алексей является таким покровителем казачества и всех казаков, получается, России и не только. А это икона апостола Варфоломея, покровителя Терского казачьего войска. И мы с такой миссией по благословению правящих наших епископов, архиереев, мы объезжаем Кавказ. Как и в прошлом году, организатором фестиваля казачьей культуры выступает региональное министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации. Такие мероприятия помогают сохранить и популяризировать уникальные культурные особенности. Идея, конечно же, великолепна. Такие мероприятия очень важны. Очень важны в наше нелегкое время, потому что важно чтить, помнить традиции, помнить свою историю. И ни в коем случае нельзя
сделать так, чтобы это было забыто. Поэтому этот фестиваль очень важен, очень нужен. И я очень рад, что сегодня глава республики упомянул то, что этот фестиваль станет ежегодным. Это очень здорово. То, что мы сегодня провели этот фестиваль, это, конечно же, благодаря поддержке Федерального агентства по делам национальностей. И хочу отметить, что такие фестивали сегодня важны, потому что это является объединяющим фактором нашего единства, крепости нашей страны. Сегодня в окопах находятся любые граждане России, несмотря на свою национальность, несмотря на свое вероисповедание, они вместе несут тот долг и защищают нашу Родину. А мы сегодня делаем все, чтобы люди лучше познавали друг друга, потому что тот, кто знает друг друга, никогда не будет конфликтовать. С каждым годом фестиваль обретает еще больше поклонников и участников. Это настоящий праздник казачьей культуры. Зелимхан Калоев, Алисхан Гаравожев, Магаз 24.